Один раз повернуть краник, и вода напором хлыщет из этой трубы. Проблема водоснабжения в западной части Яндри наконец решена. Раньше на этом месте была старая скважина. 20 лет она простаивала. После выхода из строя ее так и не отремонтировали. Но в этом году установили новый насос, и все заработало по новой. Туда мы поставили насос 16-кубовый. 16-кубовый насос, это 16 кубов в час. Ну, это, если посчитаем, это хорошая дебет оттуда. Вода там есть, вода хорошая, чистая. Она сразу же запустили на 2-3 дня, она уже вся чистая стала. Но то, что она простояла трубами с железом, вот пришлось несколько дней ее чистить. А вот сейчас он не отличается от нашей воды, если не лучше, не хуже. Фатима Хашагульгова живет в этом вагончике 26 лет. Обновленная скважина прямо у нее во дворе. В случае, когда воды не хватает, местные власти обращаются к Фатиме, чтобы она запустила скважину. А вот она включенная сейчас, и вот отключается. При установке специалисты провели анализ и обнаружили, что вода из этого источника не только чистая, но и полезная. Кран здесь также установили для Фатимы по ее просьбе, за что она благодарна. Установив насос неподалеку, на самой верхней точке села, разместили цистерну объемом 50 кубов. Уже из нее вода по трубам течет в район новостроек, где больше 200 домов. В ближайших планах увеличить число скважин и резервуаров. Село расширяется, поэтому не хватает, не бывает. Там 2 точки нам еще надо, это западная сторона и наверху, в конце Ахриева, в одном месте нам скважина и бочка нужна, ну как резервуар. А во втором там резервуар не нужен, там только пробурить, там небольшие расходы будут. Ну, я надеюсь, что на тот год мы это тоже вопрос решим. Местность в Яндри холмистая, подача воды где-то лучше, где-то хуже. Особенно летом чувствуется нехватка, несмотря на источники внизу села. Большую помощь в этом деле оказывают сами местные жители. Проблема с водоснабжением постепенно решается и скоро сойдет на нет. Михаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.